Мои дорогие, доброе утро. Эвзик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Друзья, вчера я говорила, что мне нужно посолить огурцы, мне нужно разобраться с овощами, которые я собрала с огорода, но у меня не получилось, так как неожиданно приехали гости, и я просто не успела, а ночью просто даже не захотела, думаю. Сначала хотела сделать, думаю, лягу, как обычно, попозже, но сделаю. Но решила все-таки нет. И встала пораньше и буду заниматься своими делами. Утро я все свое управила, с хозяйством я имею в виду. И кур, и цыплят, и теленка покормила, и корову подоила, выгнала. Короче, все как всегда сделано. И мальчики уже тоже ушли на работу. Ибрагим учит, сидит. Они позавтракали, но мы с мамой еще не завтракали. И я хочу сразу, вот видите, я разделывала сначала капусту, потому что я хочу в кляре пожарить капусту нам с мамой. Поэтому разобрала на соцветие, поставила в воду кипятить, она уже у меня кипит. Мне нужно еще перетопить масло, я его не перетопила вчера, друзья. Перетопить масло, мне нужно сегодня посолить огурчики. Я их тоже залила в холодную воду, чтобы они постояли часа два, потому что они еще вчера сорваны. И... Короче, займемся делами. Так, ну и вот, друзья, как я сказала, я разделила на соцветие цветную капусту и брокколи. Вода кипит. Сейчас я просто первую партию закину для нас с мамой, а потом буду остальное все тоже делать. Капусту я промыла и уже высушила. Она у меня вот так вот сушилась на... каких мантоварки. Ну, нам много не надо. У меня вода подсоленная уже. Вот. Понакидаю. Ну, в принципе, я одну партию закину. То, что надо, просто обжарю. Какая разница, да? Все равно мне ее немножко бланшировать. Вот. То, что надо, себе отделю и пожарю. Все. Так. Значит, бланшировать мы будем минут 3-4, не больше, чтобы она была немножечко хрустящая. И, наверное, меньше полезных свойств у нее уйдет, если недолго варить. Хотя, конечно, немножко варить, потом еще жарить в кляре. Она не будет очень полезной, но пусть будет как есть. Что? Куда? Ты же учить должен. Показывает, что куда-то пойдет погуляет немножко. Так. Друзья, пока у меня бланшируется как бы капуста, мы приготовим кляр для того, чтобы пожарить нашу капусту. Вот так вот. У меня тут 3 яйца, налью немножечко, молока немного. Посолю. И добавлю чесночный перец сюда. Так вот. Перемешаем. И понемножечку буду добавлять муку. Так, видно, не видно, не видно. Из меня блогер еще тот. Так, ну вот, друзья, капуста уже готова. Так, по-моему, масло тоже разогрелось. Сейчас кляр готов, значит, я подготовлю
тарелку с салфетками, чтобы промокать лишнее масло как бы. Так. Сейчас положу салфеточки. Так, интересно, видно? Не очень видно. Мойте пока, потом покажу. Так, ладно. Все, приготовила просто тарелку с салфетками. Не обязательно, чтобы было видно, но покажу. Так, значит, все, побежали дальше. Так, обмакиваем, значит, в кляр на среднем огне. Будем обжаривать. Масло раскалилось у меня. Вот так вот обмакиваем в кляр капусточку. Потом в панировочные сухари. И обжариваем в горячем масле. И все. Ну, и также все остальные. Не знаю, что-то мне захотелось. Я когда-то один раз готовила, не буду врать вам, готовлю только второй раз. И опять-таки не буду врать, небольшой любитель, конечно, цветной капусты, но из-за того, что там она полезненькая, мы ее и сырую грызем, и так готовим. Маме, правда, нравится. Вот. Для нее я эту тарелочку немножко помягче сварила, побольше. Так, друзья, и вот закончила я обжаривать капусту. Значит, что хочу сказать. Я вам буквально минуту назад сказала, что я не люблю такую капусту, но ем из-за того, что она полезная, в принципе. Готовлю второй раз, как я сказала. В первый раз я готовила без вот такого вот перчика. Просто так обжаривала. И без сухарей. Но сейчас я вот попробовала, и мне очень понравилось. Даже непонятно, это капуста или что на вкус. Попробуйте, если вы едите или не ели. Попробуйте вот добавить такой чесночный перец. И вот в таких вот панировочных сухарях. Они такие, знаете, я сейчас вам покажу, может быть, на ладони покажу. Крупненькие такие белые, вот, сухари тоже бывают разные, вот, более подходят на как будто бы кунжутные семена, вот очень крупные такие. И вы знаете, очень вкусно, привкус такой вот прямо приятный, даже вот непонятно, что вы едите, и хрустящий из-за того, за счет того, что панировочные сухари такие вот крупненькие. И вот так я вот украсила наше блюдо. Ну, все-таки, когда украшаешь, друзья, аппетит даже разыграться может, по идее. Что-то моим голосом опять. И свежая сметанка. Если хотите, можете кидать, макать, не кидать. Так, ну вот, друзья, вот так вот я небольшой мастер, конечно, украшать блюда, но, видите, намного красивее и выглядит очень аппетитнее, что даже захочется есть, если как-то немножечко приукрасить блюдо, хоть даже, в принципе, и для себя, мне кажется. От подачи очень много чего зависит. Ну, конечно, еще должно быть вкусно. Но поверьте мне на слово, действительно, капуста получилась очень вкусная. И свежая сметанка. Если хотите, можете с майонезом. В сметанку можно чесночок. Но у меня тут уже чесночный перец, я думаю, чеснок уже будет лишним. Так, друзья, ну мы сейчас быстро с мамкой позавтракаем, и я поеду делать укол. А потом уже буду делать остальные свои дела. Не укол, вернее, а уколы. Друзья, и вот я уже приехала из больницы, приехала, конечно, не прямо сейчас, а уже давно. Покормила своих мальчиков, они приехали на обед.
И пока они кушают, это самое, включить камеру как-то не получилось. Ну, пробланшировала и вот так вот распаковала капусту, как я вам говорила. Сейчас их положу в морозилку. Вот таких вот пакетах таких. Зип-пакеты, по-моему, называются, я даже не знаю точно. Теперь будем перетапливать масло, друзья. А пока вот оно у меня сейчас топится, я пойду нарву травы своим цыплятам. Покидаю цыплятам, курам, всем этим, короче говоря. А потом как раз масло начнет топиться, и буду показывать, как я буду перетапливать масло, друзья. Каспер. Так, друзья, хочу нарвать травы цыплятам и курам, потому что они у меня, как видели, в закрытой клетке, где ничего нет. А травку им нужно. Сейчас нарву еще и кину им. Жарко у нас очень, друзья. И вообще-то сегодня вот мне прислал кто-то сообщение, не помню кто точно, что 3-4, по-моему, да, ожидается 40 градусов у нас. Температура такая будет. Не представляю, как будет жарко. Так, и знаете, друзья, я тут, видите, как везде сорняк попер. Сажала редисочку, зашла, но и, как видите, зашла и трава. Так, свеколку сажала, вот немножко зашла. Сегодня поставлю эту вертушечку, чтобы уже завтра утром опять надо будет начинать прополку. Так, тут что-то растет, но, по-моему, должна была быть кинза. И не могу, что-то я уже 3-й раз сажаю укроп, друзья, не могу добиться, чтобы взошел укроп, не знаю, что такое. Покупала у разных, но вы вот видите, вот этот вот весь участок, где вы видите сорняк, это у меня посажен укроп. Ну вот немножечко есть, маленечко выскочил, но я уже 2 дня не поливаю, надо полить срочно, может еще взойдет. Так, что здесь у меня еще взошло? Какая-то редиска, не редиска, а редька, что-то это есть. Вот взошла, я не знаю именно, что это. И лучок вот я сажала на, как его, на зелень. Лучок зашел. Укроп, очень мне нужен укроп. Не знаю, что будет. Так, фасоль. Ну и тут я не поливаю, и фасоли воды не хватает. Не знаю, что тут будет. Так, видите, сюда у меня не доходит вода. Тоже пекинская капуста сгорела. Везде мне не хватает. И сорняк, видите, везде прет сорняк. Вот так понемножечку буду рвать и кидать цыплятам, чтобы... Так, тут я, как вижу, несколько груш. И наверху немного груши есть. Не знаю, вы видите или нет. Это тоже осенняя груша. Вот. Она поспевает очень поздно, где-то в октябре, наверное. В этом году груш мало. Обычно груша хорошо плодоносит. Ну, ладненько, друзья. Нарву травки. Мои гуси бывают рады. Да и куры, и цыплята тоже. Кинула одним сетку, еще нарву пойду сейчас. Понакидаю им. Масло у меня, друзья, уже кипит, как видите. И уже, по-моему, чуть больше 30 минут даже. Обычно соль я, конечно, кидаю минут через 5-10, когда начинает закипать. Но я сюда не закинула. Сейчас вот немножечко, щепоточку соли кинем. И щепоточку муки я сюда закину, чтобы вот осадок быстрее осел, масло протопилось хорошенечко, и все, что не нужно в этом масле, как бы все будет потихонечку оседать, и масло будет чистое и протопится хорошо. Вот видите, вот буквально вот щепотку, потому что масла тут мало. Вот 2 щепоточки, считайте, все. Может быть, там сколько будет. Ну, столовая ложка муки. Тут вот я не взвешивала, сколько масла. Ну, литра 3, считайте, потому что кастрюля 6-литровая, половина кастрюльки. Вот, закинули соль и муку, видите, хлопьями все пошло, видите? Вот эти хлопья будут потихонечку перетапливаться и опускаться, и масло получится такое
прозрачная и красивая. И вот так вот она дальше будет продолжаться у меня кипеть. Она у меня большая комфорка, на ней до конца сделала, ну, уменьшила газ прям до конца. И вот, можно даже, чтобы и переставить сюда, наверное, чтобы меньше бурчало как-то. Ну, просто если кастрюля будет небольшая, а масла много, видите, масло имеет такую функцию, что может даже перекипеть и перелиться через кастрюльку. Бывает и такое. Не знаю, насколько правильно я это сказала все. Ну, вот так вот, друзья. И вот, друзья, видите, буквально 5 минут, как я закинула сюда муку. Видите, масло потихонечку очищается, становится более прозрачным. И вот когда вот последние вот эти вот хлопья опустятся, и масло будет, если взять, то такое прозрачненькое, то оно готово. Вот. Запах очень приятный, перетапливающегося масла. Свежее масло. Правда, в этом году я первый раз перетапливаю масло, как бы. Еще никаких запасов нет. В это время уже у меня были хорошие запасы. Ну вот, друзья, видите, все. Хлопья все опустились. Масло прозрачное, как видите, оно красивое. Нельзя упускать момент, чтобы масло перетопилось. Оно будет уже невкусным, темненьким. А вот это вот сейчас как раз самое то. Ну, сколько? Ну, наверное, около часа у меня прошло на перетапливание этого масла. Сейчас перелью в баночку, прямо в горячем виде. Я уже закрыла, выключила газ. Но еще из-за того, что дно кастрюли толстое, оно еще кипит. Ну и вот, друзья, получилось у меня 2 литра. И вот это вот маслица в чашечке, в плошечке. Я, к сожалению, не взвешивала масло сливочное до растапливания. И не могу сказать, вот как-нибудь в следующий раз обязательно его взвешу. Друзья, и после того, как я перетопила масло, я немножечко прилегла, отдохнула. И теперь такая довольная иду, чтобы посолить огурцы. Выхожу, а был дождичек такой, ну небольшой дождик такой был, я даже не знаю, был или насколько было, а захожу на кухню, света нет. И вода практически не течет, чуть-чуть только. А у меня же огурчики были замоченные. Думаю, блин, что буду делать, они же пропадут. Быстренько вытащила эти огурцы из кастрюли, помыла банки, пока вот струечка небольшая текла. Вот. Перемыла банки. Ну, благо дело, пока я это все делала, у нас включился свет. Почистила чесночок. Ну, эти огурчики просто прополоскать надо, их оттуда вытащить, уже помытые. Сейчас буду все это заделывать. В банки положу. Ну, и буду заниматься теперь дальше, наверное, огурцами. Ну, уже больше... Ну, снимать огурцы, как я делаю, уже не стоит, мне кажется, потому что я вам и так их много показывала. Это все я уже сделаю без камеры. Ой, вчера у меня опять мой сын делал плов поздно вечером. Тоже был очень вкусно, правда, немножечко он у него подгорел. А хорошо так, друзья, как было жарко днем, а сейчас к вечеру так прям хорошо, свежо после дождя. Очень даже хорошо. Вот так вот. А говорили, что будет 40 градусов тепла. Но сегодня ж только 2, наверное, 3, 4 говорили, что будет так жарко. Ну, что поделать в этом году. Такая вот у нас аномальная погода как бы. Ну, на этом, наверное, друзья, я свой влог закончу. Потому что уже поздновато, пока я сделаю конвертацию. Пока ролик зайдет, уже проходит очень много времени. И хорошо, что дали свет, а то вообще бы я ничего бы и не смогла сделать, потому что как только выключает свет, у нас пропадает интернет. Вот такие вот дела, друзья. И там у меня был еще такой комментарий, что вы постоянно говорите о болезни и ноете. Друзья, почему постоянно? Я буквально 2 раза сказала о том, что
хожу, сдаю анализы и хожу к врачу. Ну и сегодня, получается, я уже 3-й раз сказала, что иду к врачу просто и показала больницу. Но это тоже часть моей жизни, и я не ною. Я же не говорю, что мне плохо, ой, что мне делать. Нет, алхамдулилла, у меня хорошо. Сказала, что анализы хорошие, ничего такого со мной нет. Каждый из нас как-то что-то болеет. И, ну, конечно, может быть неприятно. Извините, если вам неприятно, что об этом я говорю. Но мне показалось, что это кусочек моей жизни, поэтому я его тоже как-то озвучила. Буду иметь в виду, значит, не буду говорить, если что-то когда-то буду ходить в больницу или еще что-то. Ваше пожелание, можно сказать, для меня, наверное, закон. Простите, если вам было неприятно об этом слушать. Просто когда немножечко делишься, что ты там немножко приболел, но тебе потом стало лучше, или что ты там, не знаю, ну, мне так хотелось. Еще раз прошу вас меня извинить. Ну и на этом, наверное, я свой сегодняшний влог закончу. Всем вам мира, добра и благоденствия. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. И спасибо вам за ваши подписки, за ваши добрые слова. Ну вот как-то так у нас сегодня.